Доброе утро, Якутия! Мы рады приветствовать у нас сегодня в студии. На календаре 8 сентября. В студии работаем мы, Глаголева Елизавета и Павел Танин. Просыпайтесь вместе с нами, зарядитесь бодростью и позитивом. И давайте будем первыми узнавать о событиях, которые произошли во всем мире и в регионе. И давайте узнаем, о чем мы расскажем именно сегодня в эфире. Ну, а сегодня будем, естественно, говорить много о чем. Это, конечно же, во-первых, все события, связанные с 391-летием нашей столицы Якутии. Всю неделю проводились праздничные мероприятия. У каждого горожанина свои воспоминания о своем любимом городе, поэтому узнаем, какие любимые места навевают ностальгию у наших горожан. Оригинальное блюдо на завтрак. Сегодня мы приготовим фаршированное авокадо. И оно станет, возможно, самым любимым блюдом. Ну и, конечно же, запасайтесь попкорном и сходите в выходные в кино на любимые фильмы, потому что сегодня мы разыграем, как всегда, 2 билета в любимый кинотеатр «Центральный». На любой сеанс можете попасть при помощи этих пригласительных. Ну и по традиции эфир, конечно же, мы начнем с информации о погоде. По данным Гидромедцентра, сегодня в 6 часов утра в центральных районах Якутии температура воздуха была от 0 до плюс 2 градусов. В заречной группе от 1 до 3 градусов тепла. В южных от минус 2 до 0. В Вилюйской группе от минус 2 до плюс 2. В Нижнеленских от 1 до 2 со знаком плюс. В западных районах от 0 до плюс 2. В Колымо-Индигирской группе Улусов от плюс 3 до плюс 9. В Янских от плюс 2 до плюс 5. На северо-западе от 1 до 5 градусов тепла. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра остановилась на отметке плюс 2 градуса, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Штиль. Сегодня днем ожидается без существенных осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, порывы от 8 до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем в столице республики максимум прогреется до плюс 9 градусов. В Санкт-Петербурге заложен Казанский собор, выдающийся памятник русской архитектуры начала XIX века и один из крупнейших храмов северной столицы. Ранее на месте собора стояла небольшая каменная церковь Рождества Пресвятой Богородицы, куда в 1737 году был перенесен чтимый образ казанской иконы Божьей Матери. Это был первый православный храм на Невском проспекте. О других интересных датах и событиях узнаем прямо сейчас. Так, пересаживаемся. На календаре 8 сентября. Сегодня отмечают День Бородинского сражения, Всемирный день физиотерапии, День Новороссийской военно-морской базы ВМФ РФ, Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов. Также 8 сентября отмечают День финансиста в России. По народному календарю День памяти мучеников Адриана и Наталии. Этот день посвящают уборке урожая овса. Первый сноп по традиции ставят в углу возле икон и хранят как оберег. В этот день принято ставить на стол угощения – блины и овсяный кисель. Также готовят лакомства из овсяного толокна с охлажденной кипяченой водой и солью. Утренние заморозки предрекают раннюю и холодную зиму. В этот день в Санкт-Петербурге заложен Казанский собор. Образовано Министерство юстиции Российской империи. В Санкт-Петербурге открылось движение конок по Невскому проспекту. Создано Всероссийское общество слепых. Ричард Дрю изобрел клейкую ленту «Скотч». Началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны. В этот день родились Казбек Хамицаев, российский альпинист, руководитель проекта «Россияне на вершинах мира». Ия Нинидзе, грузинская и российская актриса театра и кино, певица, народная артистка Грузии. Владимир Епифанцев, актер, режиссер, сценарист, продюсер. Пинк, актриса, композитор, режиссер. Именины в этот день отмечают Роман, Петр, Егор, Дмитрий, Георгий, Виктор, Адриан, Наталья и Мария. А в этом году пространство коллективной работы «Точка кипения» Якутск отмечает свой первый юбилей – 5 лет с момента открытия первой точки кипения в Якутии. Масштабное юбилейное мероприятие, посвященное 5-летию пространства, пройдет 8, то есть сегодня и завтра, 9 сентября. И у нас сегодня в гостях Иван Степанов, директор автономной некоммерческой организации «Индустрия будущего». Иван, доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, вообще, по традиции, в дни создания «Точки кипения» сообщество подводит итоги работы за последние, прошедшие 5 лет. Для вас это первый
первые 5 лет, скажем так. Да. За это время коллективное пространство стало такой, опорной площадкой для многих успешных проектов республики. И вот с какими итогами первую пятилетку встречают? Ну, обычно, когда говорят про итоги, принято говорить про цифры, как-то, да. Начнем с того, что за 5 лет точки пения посетило очень большое количество людей, зарегистрировано на сайте Лидер ID. Это такая платформа, которая объединяет всех пользователей точек кипения по всей стране. И более 55 человек в нашей республике зарегистрированы. Из них 43 тысячи около из города Якутска, остальные из других населенных пунктов нашей республики, вот, гости нашей республики и так далее. По количеству мероприятий здесь нужно сказать о том, что каждый год что-то уж такое, по 1000 мероприятий проводим, поэтому около 5000 мероприятий у нас прошло на площадке. Вот. Ну и есть, конечно же, проекты, которые и на слуху, которые, может быть, и не на слуху, да. Например, из таких проектов, которые инициировали посетители, пользователи пространством, это новая модель села. Из этого большого проекта вышел проект региональная сеть пространства развития CTM, либо CTM, да, вот, создается в муниципалитетах. Это то же самое, что и точки пения, только адаптированы под сельскую местность. Ну и один из таких ярких, видных, крупных проектов, впечатляющих, необходимых, олицетворяющих точки пения, то, о чем там говорят, это микрополис, территория будущего. Ну и каждый день можно слышать, каждый день можно туда ходить. Это, например, квартал труда, креативный кластер. Вот. Есть у нас по соседству появился штаб цифровой трансформации, например. Вот. Ну, так можно и бесконечно говорить, наверное. В общем, огромная работа за 5 лет, в принципе, проделана, инициировано огромное количество проектов. Это здорово. Но вот, говоря про новые, насколько мы знаем, в сентябре планируется организовать работу по развитию системы беспилотных летательных аппаратов, насколько мы знаем. Вообще, в принципе, у Якутии потенциал в этом, как мы понимаем, есть большой. Да. Расскажите подробнее об этом направлении. Действительно, в нашей республике на это делается большой упор. Как Министерство инноваций, так и Министерство транспорта, они видят в этом большую перспективу. Но и на федеральном уровне здесь вообще происходит такой, можно сказать, прорыв в этом направлении. Да? Непосредственно та организация, которая занимается созданием сети точек кипения по всей России, у нас уже 168 пространств, эта организация называется АНО «Платформа НТИ» и является частью Агентства стратегических инициатив. Вот они в этом году провели очень крупномасштабное мероприятие, называется «Архипелаг». Вот. И там наша республика по одному из таких направлений, где регионы представляли, дорабатывали, представляли свои концепции развития БПЛА, либо принято в России БАС называть, да, беспилотные авиационные системы, там мы заняли первое место, как Якутия. И это показатель действительно, что в нашем регионе над этим серьезно работает, думает. Вот. И в точках кипения этот год посвящен как раз-таки беспилотникам. Вот. И в рамках двухлетия посетители, люди, пришедшие на мероприятие, они могут увидеть разные экспонаты, да, там у нас выставка будет, в общем, погрузиться в эту историю, скажем так. Иван, скажите, пожалуйста, а в каких районах еще планируется открытие таких подобных пространств? Подобных пространств. Точка кипения — это, можно сказать, некий бренд, вот, и он не просто так открывается. В нашей республике пока у нас 2 таких пространства. На базе Северо-Восточного федерального университета есть. Также идет работа по созданию в городе Мирный. Надеемся, что в следующем, либо после следующего года появится, потому что там готовится целое здание. Не под точкой кипения, но там строится большое здание, где будет находиться такое пространство. Еще Нерингри есть. А если говорить про адаптированный формат точек кипения под наши муниципалитеты, то мы очень рассчитываем, что здесь будет прорыв, прогресс. Сейчас вообще 6 пространств в разных частях нашей республики. Вот. И если в каких, то есть заинтересованные районы, команды которых прошли обучение. И я думаю, что где-то мы еще увидим там порядка
в следующем году 4-5 пространств. Вот говоря про открытие в районных, да, площадок, ну вообще в принципе каких-то вот таких муниципальных, да, образованиях, это является ли в принципе такой практикой, скажем так, всеобщепринятой, потому что по всей стране, да, 168 точек, вы сказали, находится, или все-таки вот уход в в сельскую, скажем так, местность и так далее, это вот такая инициатива Якутии? Да, это некая специфика наша, да, не каждая точка кипения, и не все там пытаются пытаются создавать такие пространства в небольших населенных пунктах. В нашем случае это, наверное, то, что необходимо селам, скажем, да, если говорить про эту проблематику. Наша республика очень большая, по всей республике в разных ее частях живут люди, и люди хотят современности, чего-то вот интересного, нового. И создавая такие пространства, люди сами же, жители этих населенных пунктов, инициируя, создавая, они улучшают свою жизнь, скажем так. Потому что пространство пространством, типа вот люди пришли, что-то пообсуждали, ушли, это вот, ну как бы, и что, да, давайте вот результаты, дайте пощупать нам что-нибудь эдакое, да. Но здесь, да, здесь очень важно же людям обмениваться информацией, да, привлекать экспертов, учиться чему-то новому, и очень важно создавать пространство общего думания. Например, пространство коллективной работы — это одно, а есть пространство общего думания, вот, ну, то, что есть внутри точки кипения. Поэтому, да, мы здесь впереди, можно сказать. Мы пример для всех многих других регионов, другие точки кипения у нас тоже этому в какой-то степени перенимают этот опыт. Да. Ну, не так много времени у нас остается. Последний вопрос такой, да, все-таки, о других, вот мы сейчас поговорили про проекты с беспилотниками, а о других каких-то проектах, которые планируются в будущем, можете сейчас рассказать? Точка кипения — это место, где говорят о будущем, место, где задумываются об этом и происходящих изменениях. Например, многое, что в нашей жизни сейчас вообще происходит, это исторически и глубже, если посмотреть, то есть такое понятие, как переход на новый уклад жизни, а именно технологический. Вот. Технологии, как бы, они везде, вот, через экран люди смотрят, камера работает, у нас смартфоны и многое другое, и это все меняет нашу жизнь. И мы это учитываем, и исходя из этого мы видим то, как будет наша жизнь меняться в республике, в частности. И в 2021 году по инициативе Александра Сергеевича, еще идейной поддержки всего этого Анатолия Скалыныча, министра инноваций, да, все это у нас, скажем так, получилось создать столетний план развития. Да, 34 района нашей республики мы объездили, и вот создали столетний план развития до 2122 года. Иван, спасибо вам большое. Еще раз Спасибо поздравляем с праздником. И сейчас прервемся на короткую паузу, после которой обязательно вернемся и продолжим наш эфир. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Глава Якутии Айсан Николаев дал старт работе новой обогатительной фабрики в Тампонском улусе. Речь идет о фабрике Верхней Минкече. Мощность фабрики составит 330 тысяч тонн в год. Для обогащения руд месторождения выбрана комбинированная гравитационно-флотационная схема, позволяющая получить максимальное извлечение металла. Кроме того, в ходе работы предприятие рассчитывает извлекать попутные компоненты – свинец, цинк, кадмий. На предприятии будет создано более 800 новых рабочих мест. Это сложный технологический объект, который позволит перерабатывать более 330 тысяч тонн руды в год. Проектная мощность у него 500 000 тонн. Это позволит добывать и перерабатывать, производить концентрат свинцово-серебряный и цинковый. Это очень важные сейчас позиции для экономики всей нашей страны. Поэтому это будет выводить Якутию в один из лидеров по производству этих материалов, этой продукции.
Ремонт участка региональной автодороги УМНАС 28 по 35 километра завершили по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Отмечается, что подрядная организация завершила работу с укладкой асфальтобетона раньше планируемого срока почти на 2 месяца. В ближайшее время приемочная комиссия отправится на объект. Ранее, в начале сентября, подрядчик уже сдал участок дорожного ремонта также на автодороге УМНАС с опережением графика почти на месяц. А в селе Ой Хангаласского улуса завершили реконструкцию центральной дороги. Улицу Ленина проложили в 80-х годах. В то время это была первая сельская асфальтированная дорога. За годы эксплуатации дорожное покрытие улицы обветшало. В 2021 году стало известно, что из Дорожного фонда республики на реконструкцию улицы Ленина направят более 50 миллионов рублей. Еще 17 миллионов добавят из местного бюджета. Ремонтные работы разделили на 3 этапа и установили срок до 2024 года. Но подрядная организация уложилась в 2 этапа и завершила объект в этом году. Всего обновили 3,5 километра дорожного полотна. Раньше дорога была, конечно, центральная улица Ленина была в страшном состоянии. В основном жаловались старики, водители мужчины, то, что дорога убитая, а общественный транспорт испытывал проблемы, чтобы проехаться по селу. Некоторые таксисты тоже на трассе и наставляли людей. Но после ремонта сейчас очень хорошо ездить. Продолжается программа реабилитации участников спецоперации и членов их семей. Военнослужащие и их близкие могут пройти восстановительный курс на базе реабилитационного центра. Оздоровительный курс проходит 126 семей, в том числе 81 ребенок. В центре работают психологи, психиатры, травматологи, неврологи и другие узкие специалисты. В основном пациенты нуждаются в психологической реабилитации, также в адаптации к нормальной жизни. Программа реабилитации будет продолжена по всей республике. Напомним, такая мера поддержки введена по инициативе главы региона. У нас, так как проводится социальная реабилитация, в основном со взрослыми проводится психологическая реабилитация, поддержка духа и психологического состояния. А дети проходят тоже также психологическую реабилитацию, поддержку здоровья и поддержку по учебной части. Туризм в Арктике и сохранение культуры северных народов станут темой дискуссии в рамках Восточного экономического форума. Это обсудят на отдельной дискуссии, которая войдет в план выставки «Улица Дальнего Востока». Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов отметил, что Магаданская область, Чукотка и Якутия в перспективе могут быть очень привлекательны для туристов благодаря своей уникальной природе. Доброе утро! И теперь настало время для розыгрыша пригласительных билетов в кинотеатр «Центральный». Мы сегодня разыграем 2 билета. Один человек будет победителем. И одним из основных условий является то, чтобы вы, наши зрители, были постоянными подписчиками телеграм-канала «Утро Якутии». Да, наверное, стоит сказать, как на него попасть, если вдруг кто-то до сих пор не попал. Вот ссылочка, вот там QR-код, смартфоном QR-код отсканировали, попали, подписаться, все будет хорошо. Ну и так, вопрос звучит следующим образом. В каком году был построен кинотеатр «Лена»? Да. Собственно, сейчас в Телеграме продублируется этот вопрос. Смартфон же. Продублируется вопрос. Там в комментариях оставляйте свои ответы. Кто первый это сделает, кто сделает это правильно, тот и эти 2 пригласительных получит. И уже завтра, а может даже сегодня вечером, почему бы нет, пойдет смотреть кино, которое захочет. Вот. Ну а мы прямо сейчас переходим вообще к самому утреннему, что может быть в жизни человека. Это, конечно же, еда. Мы все любим позавтракать. Это главный прием пищи считается. И вот оригинальное блюдо из экзотических фруктов и морепродуктов станет украшением любого стола, причем не только на завтрак. Нестандартное сочетание продуктов удивит любого гурмана. Попробуйте вот сейчас приготовить, если у вас есть ингредиенты. Фаршированные авокадо, и они станут вашим любимым кулинарным рецептом. Авокадо и крабы — это довольно популярное сочетание, и такая закуска иногда присутствует в меню хороших ресторанов. Доброе утро, меня зовут Бисовка Александр, я являюсь бренд-шефом ресторана «Высота 160» парка Урдель. Сегодня мы будем готовить опять очередной завтрак, белковый заряд, называется авокадо на гриле, с мясом краба суриме, с листьями рукколы, черри, с тостом и яйцом пашот.
Мясо краба сурими. Сурими это означает сбор из белой рыбы, который потом присутствует, делать всем известные крабовые палочки. Но их необходимо разобрать как крабовое мясо, сымитировать. То есть имитация крабового мяса в виде палочек, и мы имитируем крабовое мясо. Итак, начинаем готовить. Берем авокадо, режем его пополам через семя. Семя нам уже больше не нужно. И включаем плиту. И предварительно мы подливаем масло. Небольшое количество. Так как в авокадо огромное количество собственных жиров. И начинаем жарить. Параллельно мы будем подсушивать тост рядом с авокадо. Использовать можно не обязательно гриль-сковородку, можно использовать любую сковородку, которая есть под рукой. Выкладываем небольшой пучок рукколы для того, чтобы можно было положить ее как основу, как фундамент на тарелку. Температуру ставить высокую не стоит, градусов 150-140, этого будет достаточно. Если это гриль-чугунная сковорода, она аккумулирует температуру и отдает ее уже с течением жарки, поэтому высокую ставить не надо, пережарим. Делаем умеренно. Итак, у нас авокадо имеет уже характерный окрас, чего уже достаточно для этого блюда. Выкладываем его на тарелку. Мясо краба сурими. Кладем его в ту самую ложбинку, можно сказать, даже фаршируем. Хлеб режем под углом. Далее нам необходимо сделать яйцо пашот. Это французский метод приготовления яйца без скорлупы в воде. Мы берем обычный целлофановый пакетик. Масло добавляем в пакет для того, чтобы белок не прилип к яйцу, и чтобы мы могли его спокойно сварить в воде. Чуть-чуть добавляем. И как бы растираем его по стенкам. Аккуратно разбиваем яйцо, чтобы у нас не разбился желток. Значит, у нас уже закипает вода. Температуру можно убавить, примерно градусов до 100. Температура сворачивания белка 40 градусов, поэтому нам кипящий, бурлящий котел нет необходимости в нем. Значит, заворачиваем таким образом, чтобы был кулек с небольшим содержанием воздуха внутри. Делаем узел. И опускаем в воду. Итак, так как у нас конусообразный пакетик, яйцо внутри, мы его закручивающим движением по часовой стрелке белком обволакиваем желток. Так как у нас там внутри есть небольшое количество воздуха, такими вращениями мы как бы обволакиваем желток и сворачиваем его. Примерно на все про все уйдет около 4-5 минут. Итак, прошло 4 минуты. Собственно, наше яйцо готово. Мы видим, как оно аккуратненько имеет форму. Теперь сейчас самое главное. Аккуратно его оттуда вытащить. Делаем надрез. И выкладываем. Итак, авокадо на гриле с мясом краба, сурими, яйцом пашот и тостами готово. Приятного аппетита! Здоровое питание необходимо не только людям, но и животным. Это помогает наладить общее здоровье организма и улучшить иммунитет. Собаки не исключение из общего правила. Они так же, как и люди, страдают от ожирения, если их перекармливают, и расстройством пищеварения при неправильном выбранном рационе. Формируйте сразу правила питания для собаки, когда вы только-только взяли еще его щенком.
Доброе утро! Сегодня в рубрике «Мой питомец» мы будем разговаривать о ветеринарном питании. В нашей ветеринарной клинике есть специалисты по ветеринарным диетам, которые помогают подобрать правильное питание и лечебные диеты для ваших собачек и кошечек. Наши специалисты помогут подобрать питание питомцам, которые страдают хроническими заболеваниями, заболеваниями пищеварительной системы, сердечники, заболевания мочевыводящих путей и печени. После установления точного диагноза животным также назначают специальные ветеринарные диеты, которые облегчают комфортное восстановление после перенесенных тяжелых заболеваний и тяжелых операций. Серии бывают разные, то есть по разным линейкам, ведь корма есть для чувствительного пищеварения, это при гастритах и расстройствах пищеварительной системы. Корма есть гипоаллергеники, которые назначаются при дерматитах, аллергиях, пищевых расстройствах и так далее. Есть корма для сердечных заболеваний, то есть при кардиологических разных болезнях, которые помогают, например, уменьшению жидкости в сердце и нормальной работе сердца, функциональности. Есть корма для похудения при ожирениях животных, и кошек, и собак. Также имеются корма для диабетиков с пониженным содержанием сахара. Есть корма для примочекаменной болезни, которые со сниженным содержанием минеральных веществ, для того, чтобы в почках не образовывались камни. Также имеются корма для печеночников, у которых проблемы с печенью, у которых проблемы с почками, также отдельные есть корма. Есть корма для животных, у которых проблема с суставами, то есть это для увеличения мобильности, для сухожилий, связок и суставов. Ветеринарные корма помогают легкому выздоровлению и правильному питанию. Ну а уже в эти выходные мы будем отмечать в Якутске День города. И начиная со 2 по 10 сентября в столице республики проходят праздничные мероприятия в честь 391-летия со дня основания нашего города. Масштабные события, такие как фестиваль «Русское лето за Россию», «Прорыв», чемпионаты по дворовому футболу, пулевой стрельбе, компакт-спортингу, концерты, выставки, мастер-классы и многое другое не оставят равнодушными жителей и гостей столицы. У каждого горожанина, к слову, есть свои воспоминания, а также есть свои любимые места в городе. Смотри, какая красота, ей невозможно наглядеться. Ты не целуй ее в уста, ты прикоснись к ней только сердцем. Смотри, какая чистота, ее ничто не очерняет. Наивность белого листа от пустословия спасает. Слушайте, ну кто-то, наверное, мне кажется, словил такой порыв ностальгии, глядя на эти виды. Да, конечно. Особенно, когда ты видишь эти здания впервые. Да, особенно вот я вспомнил, когда вот самая первая фотография, вот эта черно-белая, ну, шучу, я от этого запомнить вживую не мог, но, конечно, такие фотографии часто и смотришь, ну, не только у нас можно их увидеть, где-то на выставках бывает и так далее. Ну, история города, проглядеть, как он развивался, и мне иногда очень нравится посмотреть какую-нибудь, найти фотографию, там, Якутск в 1970 каком-то году, ты смотришь такой одноэтажный, двухэтажный, а сейчас у нас высотки, 14-этажный, по-моему, даже где-то и 16-этажный. И потом сравнивать и смотреть, каково было ранее и каково сейчас. Да. Или другая история, если опять говорить про общий вид города, пытаешься найти свой район, где ты живешь, какой он там был раньше, а вот сейчас тут все вот так. Такой красивый и большой. Да. Но через это все, естественно, история города через нас сохраняется, мы ее обязательно будем передавать дальше нашим потомкам, людям, кто, может быть, откуда-то переедет сюда, в Якутск, потому что, ну, знать историю города, конечно же, надо. Поэтому история — это очень важно.
Ну а в этом году Якутия отмечает 360-летие Спасского мужского монастыря. Это настоящий оплот духовности, заложивший основы образования, просвещения и якутской письменности. Благодаря неустанному труду первых православных миссионеров были изданы самые первые книги на якутском и тунгусском языках. В центре Якутска, между жилым районом и музеем краеведческим, расположен самый древний монастырь всего северо-востока России – Спасский мужской монастырь. Ровно 360 лет назад началось его строительство на пожертвование царя Михаила Федоровича. И, как и сотни лет назад, сегодня в храме монастыря каждый день служат литургии и молебны. В 2012 году церкви была возвращена часть былой территории и отстроены заново храм Спаса Нерукотворного образа, братский корпус и хозяйственные постройки. В честь юбилейной даты в торжественной обстановке прошла служба на территории монастыря, ставшего главной базой для православных миссионеров. Отсюда, именно отсюда уходили монахи-просветители, монахи-проповедники на Колыму, на Индигирку, низовье Лены и даже на крайний северо-восток и до Америки. Именно с этого места. Здесь был центр. Здесь они духовно заряжались. Здесь они набирались сил, а потом шли по бескрайним просторам нашей республики, нашей страны просвещать людей Божьих. Начало образования в Якутии неразрывно связано со Спасским монастырем. Именно миссионеры открыли в 1735 году самую первую школу Якутии. В 1818 году организовали духовное училище. А в конце XIX века открылась духовная семинария, она и стала в области первым очагом просвещения, дающим среднее образование. А если говорить об обучении на якутском языке, то тут первыми также были христианские миссионеры. Именно они издали первые книги на якутском и тунгусском языках. Более того, разработали первый алфавит и букварь, чтобы население могло усвоить Слово Божие на родном языке. Хранятся первые книжные памятники в Национальной библиотеке Якутии. Инициатива Русской Православной Церкви в укреплении здесь и появлении книжной культуры, она главенствующая. Конечно, политика Российской империи, она тоже показывает то, что совсем иную ситуацию, которая была, например, на территории современной Канады, где местное население было приобщено к таким богослужебным и богословским текстам насильственно на английском языке. Здесь же политика была такая, что в любом субъекте, ну сейчас бы назовем современным языком, субъекте Российской Федерации, тогда Российской империи, значит, старались издавать книги именно на языках местных народов. И в этом отношении это, конечно же, большой подвиг миссионеров. Во второй половине XIX века был совершен настоящий прорыв в книжности. Под управлением святителя Иннокентия Вениаминова на якутский язык были переведены Новый Завет, Бытие и Псалтырь из Ветхого Завета. Отпечатаны из них в Москве 9 книг на якутском языке и 2 книги на тунгусском. Это было событием, не имеющим аналогов во всей России. Так, истинное служение и вера миссионеров заложили будущее многих поколений целого народа. Татьяна Хумаксонова, Михаил Соловьев, Медиацентр Национальной библиотеки Якутии. Иван Шишкин, тонкий рисовальщик карандашом и пером, был гравером-профессионалом. Он создал за свою жизнь свыше 100 листов, посвятив их целиком изображению родной русской природы. Его афортные работы отличаются тонким знанием природы и прекрасным и верным рисунком и современной техникой. Все знают Ивана Ивановича Шишкина как величайшего живописца, но мало кто знает, что он был одним из лучших граверов своего времени, постигшим тайну черного и белого. Афорты Шишкина – это настоящая энциклопедия русской жизни, состоящая из более чем 100 произведений мастера. С техникой афорта Иван Шишкин познакомился, еще будучи студентом Московского училища живописи и ваяния, и не расставался с ней всю свою дальнейшую жизнь. С одной стороны, он видел в нем способ демократизации искусства, а с другой – реализацию своего таланта художника-гравера. Лист Гурзуф вошел в 4-й ретроспективный альбом афортов Шишкина, в который вошли наиболее интересные его работы за период с 1870 по 1892 год.
Тираж альбома до сих пор неизвестен, но из-за повышенного на него спроса он переиздавался несколько раз. Крымская поездка 1879 года предоставила Ивану Шишкину богатый материал для работы. Он по-своему воспринял Крым, отказавшись от романтического, роскошного образа южного края. В данной гравюре стремление к простоте нашло свое выражение в величественной скале, возвышающейся над морем. Известный юрист и историк искусства Дмитрий Александрович Равинский говорит о 19 состояниях доски Гурзуф. Ни над одним из своих афортов Шишкин не работал так много, добиваясь внутренней завершенности создаваемого образа. В первой свине графики лист Гурзуф из собрания Национального художественного музея Республики Саха-Якутия был представлен с величавым образом орла. А во второй смене, которая проходит сейчас в нашем музее до конца сентября 2023 года, на этой же гравюре появился не менее прекрасный образ Луны и поистине куинджевский лунный свет. Мастер варьировал графическое произведение до бесконечности, менял композицию, то клал новые тени, блики, пятна. Все афорты Ивана Шишкина, представленные на выставке в Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия, познакомят зрителя с необычной гранью творчества мастера. Ну а 9 сентября в Национальном художественном музее откроется передвижная выставка старой западной гравюры 15-18 веков от Дюрера до Рембрандта. Библейские истории из частной коллекции известного московского коллекционера Владимира Беликова. И сегодня у нас в гостях Егорова Вероника Васильевна, методист галереи зарубежного искусства имени Габышева. Доброе утро, Вероника. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие же работы представлены на вашей выставке? Как подсказывает название, от Дюрера до Альбрехта «Библейские истории». Здесь зритель может познакомиться с сказаниями из Священного Писания. Это и сказания об изгнании Адама и Евы из рая, о Лоте, наделенном невероятной силой, полная трагизма истории блудного сына, жизнь святого семейства, разговор Понтия Пилата с Иисусом, тайная вечеря, воскрешение Лазаря и распятие, также многое другое. Ну вот в целом это все-таки выставка гравюры. Что такое гравюра? Потому что многие люди в стилях, скажем так, рисования, в стилях изобразительного искусства не ориентируются. Я среди них, я вот знаю, что есть рисунок. Все, дальше мои познания заканчиваются. Что такое гравюра? И гравюра, и рисунок — это виды графического искусства. Основное отличие графики от живописи в том, что если в живописи выразительным средством главным является цвет, то в графике выступает им линии, штрих, пятно, тоновые нюансы и само пространство чистого белого листа. В гравюре она возникла где-то в V-VIII веках в Китае. В Европе она появилась на севере, вот в Германии и Нидерландах на рубеже 13-14 веков. И это очень отдельный, очень богатый мир. То есть мир, в котором акцент делается все-таки на детали больше и на, я так понимаю, на свободное незакрашенное пространство, в отличие от живописи, где, по-моему, все обычно выкрашивают полностью. Да, ну в том числе и на пространство. Но вот, например, если вы побываете на выставке, то сможете увидеть большие ксилографии в гравюры на дереве, то есть Альбрехта Дюрера, его называют северным Леонардо да Винчи. Представлены его в гравюре, например, о силаче Лоте, о святом семействе, и вы увидите, что Дюрер превращает язык в графике почти что в живопись. У него там тоновые градации, в гриве льва есть, это невероятно. Ну, а скажите, пожалуйста, сколько гравюр включает вся экспозиция? Выставка сама поделена на две серии. Первая часть, посвященная библейским сказаниям, включает 77 работ из коллекции Беликова Владимира Гуревича и 5 листов из собрания Национального художественного музея Якутии, в том числе гравюры Альбрехта Дюрера и афорты Рембрандта. Ну вот, а помимо выставки будут ли проводиться какие-то другие мероприятия, то есть, ну, может быть, какие-то мастер-классы, опять же, да, там, может человек
кто-то придет и кто-то будет учить гравюры рисовать, ну, какие-то базовые. Да, обязательно. Мы всегда в рамках временных выставок проводим арт-медиации, тематические экскурсии, и любой желающий может прийти к нам в галерею зарубежного искусства, попробовать себя в линогравюре. Это тоже техника высокой печати. Из обычного линолеума можно сделать произведение искусства. Ну вот и вопрос еще такой, ну, то есть выставка, она состоит полностью из фонда Национального художественного музея или же еще какие-то привозные есть работы? Есть 77 листов из коллекции Михаила Владимира Гурьевича Беликова и 5 листов из коллекции нашего музея. Вот. Ну и, наверное, важно узнать, завтра, получается, стартует в эти выходные, долго ли продлится выставка, как долго ее можно посетить. И как туда прийти? Да. Да. Выставка будет идти с 9 сентября по 22 октября. Мы находимся по адресу улицы Петровского, 4. Можно нас посетить со среды по воскресенье с 10 утра до 6 вечера. Касса работает до 5:30. И вход на выставку, все события будут доступны по Пушкинской карте. Вот, ну, Вероника, спасибо большое. Надеемся, что не будет, так сказать, точнее, будет очень много посетителей. Благодарю. Да, и выставка придет очень даже хорошо. Хорошего вам дня, ну и, собственно, с наступающим открытием выставки. Ну, а прямо сейчас мы готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут нам о последних новостях. Якутия, доброе утро. Далее смотрите блок новостей. Международный аэропорт Владивосток готов к обслуживанию гостей и участников 8-го Восточного экономического форума. В авиагавани Приморья работают пункты аккредитации делегатов и группы волонтеров. Отмечается, что аэропорт Владивостока провел всестороннюю проверку готовности технологических систем. Все структурные подразделения переведены на усиленный режим работы, выделены дополнительные смены персонала. Напомним, Восточный экономический форум стартует 10 сентября. Проект «Мастер-план. Вызовы и решения» нацелен на разработку стратегий, подходящих Якутску, что построен на вечном мерзлоте. В него входит развитие социальной и сервисной сферы, формирование благоприятной среды для развития человеческого потенциала и многое другое. На круглом столе обсудили комплексное развитие территории. Преимущественно говорили о ликвидации аварийного жилья, схеме транспортного каркаса, связанного со строительством моста через Лену. Обсудили дизайн-код города и многое другое. Все эти проекты позволят создать необходимые предпосылки для дальнейшего роста и развития нашей столицы. Специальный казначейский кредит мы уже получили, да, для того, чтобы начать первые объекты, как мы говорим, мастер-плана, благоустройство 3 общественных территорий в городе Якутске, на то, чтобы начать переселять уже людей из верхаварийного жилья в районе спортивной. Да, если будут вопросы, готовы дальше отвечать. Но вот мой общий посыл в том, что мастер-план – это не набор объектов, мастер-план – это про жизнь, это про то, чем здесь будут люди заниматься, какие доходы получать, какие доходы будут крутиться вот здесь в городе и создавать новые красивые креативные пространства. Ограничения на движение транспорта введут на участке улицы Можайского в Якутске с 11 сентября до конца года. Это связано с проведением работ по устройству патрульной дороги и переносу ограждения в рамках реконструкции аэродрома. Так, в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение на участке от улицы Огородников до улицы Московская. Доля отечественных лекарств на рынке будет увеличиваться. Это соответствует госполитике обеспечения национальной лекарственной безопасности. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее сообщалось, что в аптеках на 20% снизился ассортимент импортных препаратов. Увеличение на рынке доли отечественных лекарств соответствует госполитике обеспечения национальной лекарственной безопасности и отвечает интересам граждан, системы здравоохранения и российской экономики. Этот процесс будет неизменно продолжаться, сказал Кузнецов. В Мирном появятся медицинские и образовательные кластеры. Подробности в сюжете.
50 миллиардов рублей на мастер-план города Мирного. До 2030 года в алмазной столице введут новые объекты и реализуют социальные и производственные проекты. Сегодня в Мирном строится новый аэропортовый комплекс, реконструируется взлетно-посадочная полоса аэропорта «Полярный», газифицируют жилые дома, строят второй корпус первой школы и спортзал политехнического лицея. До конца года запустят дворец детства. Мастер-план Мирного – это изменение социальной и экономической инфраструктуры города, отметил глава республики во время обсуждения мастер-плана. Участники выделили основные направления. Во-первых, это, конечно же, работы по созданию здесь кластеров здравоохранения и образования. Один на базе нашей центральной районной больницы и медицинского центра «Алроса». Главная его задача, его появление – это то, что люди должны жить в Мирном дольше, здоровье людей должно стать лучше, и люди не должны по каждому заболеванию ехать в другие города для того, чтобы получить точный диагноз и пройти лечение. Также на базе Мирнинского регионального технического колледжа и политехнического института откроют образовательный кластер. Проект позволит подготовить и трудоустроить местные кадры в промышленность. Внимание уделят и ликвидации аварийного жилфонда. Сегодня формируется новая программа, куда войдут ветхие дома алмазного региона, ранее не включенные в программу. По итогам совещания глава попросил усилить взаимодействие между правительством и руководством района города для совместной работы. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Спасибо, Сергей. Ну а мы продолжаем. В преддверии Дня города, да и в сам День города, вероятно, будут, как правило, все равно отмечают семьи, которые долго в браке пожили, собственно, являются примером для подражания в городе Якутске. И вот недавно на республиканском фестивале «Семья года-2023» Павел и Наталья Бурмака, ну и правда из Алекминского района, стали победителями в номинации «Золотая семья». Супруги вместе со школьной скамьи, их браку больше 50 лет. Как продлить любовь на долгие годы? О геолого-разведочных экспедициях закрытого поселка и своем райском цветочном. Семья Бурмака в сюжете Ирины Григорьевой. В нашей семье есть девиз: когда мы вместе, душа на месте. Полвека вместе. Наталья Николаевна и Павел Павлович отмечают золотую свадьбу и с ностальгией вспоминают золотые годы. Юбиляры как книгу перелистывают историю своей семьи, которая началась в далеком 1959 году, еще со школьной скамьи в Белоруссии. Это была любовь с первого взгляда, признаются юбиляры, и с тех пор супруги не расстаются. С 8 класса уже начали поглядывать друг на друга, уже начались какие-то взгляды, какие-то, свидания. Намеки, даже свидания. Дружба окрепла и превратилась в любовь. После школы началась учеба. Наталья Николаевна отучилась на лаборанта молочной промышленности, а Павел Павлович стал водителем. Ездил по всей Беларуси и Молдавии и часто брал в рейс Наталью. Затем армия и шумная свадьба. Через год родилась дочка Лена. Однажды в гости наведалась сестра Татьяна, которая предложила поехать в Якутию. С этого времени, с 1979 года, началась новая страница интересной жизни. Муж сестры окончил геолого-разведочный институт московский, и они уже были в Якутии. Как-то приехали в отпуск и говорят: поехали с нами. У нас там БАМ строится, у нас там геологоразведка, у нас там молодой поселок, там молодежь работает. Поехали с нами. Долгие сборы? Нет, конечно, мы собрались, детей в охапку и полетели. Из лета в зиму. В 1979 году семья переехала в поселок Заречное, Балданский район. Вспоминают, влюбились в Якутию сразу. Впечатлило все. И буровые вышки, зимний морозец, и полушубки соболем, но особенно дикая первозданная природа. Морозы такие, думаю, как я же тут жить буду. А потом так привыкли, что и уезжать неохота. Морозы не отпугнули. Люди и природа запали им в душу, а Якутия стала родной. Молодые не боялись бытовых трудностей. За работу брались вместе, помогали друг другу во всем. Павел Павлович работал бурильщиком, а Наталья вначале работала в кочегарке, а затем воспитателем в детском саду. В Заречном прошли наши лучшие годы, признаются юбиляры. И здесь еще родились 2 детей. В 90-е годы семья переехала в Алекминский район.
С выходом на пенсию жизнь супругов не стала менее яркой. Появились и новые увлечения. Огород Бурмака в Алекминске – один из самых известных. Ведь только на их столе можно попробовать более 100 сортов помидора. Закатки и соленья хватит на всю Алекму, шутят старожилы. И признаются, лучший подарок для них – это баночки под рассадку или умная лопата. Наталья Николаевна создает эксклюзивные вязаные шедевры, а Павел Павлович возделывает землю и все делает своими руками. Но особенно любит охоту и рыбалку. Наш дом – это маленький рай, признаются дети, и с гордостью снимают на видео. Посмотрите, ну посмотрите, какая здесь красота. А как красиво здесь вечером. Особую житейскую бурмаковскую мудрость родители передали детям, а они, в свою очередь, своим. Любить семью, свою работу, находить радость в мелочах и даже в повседневном труде. И работу, и спорт, и даже походы семья Бурмака делают вместе. Общее увлечение рыбалкой объединяет, а фирменно папино жаркое укрепляет семейные узы. Общие интересы, совместное увлечение. Это далеко не единственный секрет счастливой семейной жизни длиной в 50 лет. На вопрос, как удалось прожить столько лет вместе, юбиляр отвечает, не раздумывая. Надо слушать друг друга. Да. Надо войти в сердце, мне кажется. Ирина Григорьева, Иван Сорокаумов, Якутск. Ну и теперь настало время подвести итоги розыгрыша. Мы сегодня, напоминаю, разыгрываем 2 билета на любой сеанс в кинотеатр «Центральный». И один из главных условий является, чтобы вы были подписчиками телеграм-канала «Утро Якутии». Итак, давайте вспомним, как звучал вопрос. В каком году был построен кинотеатр «Лена»? Вот. Ну и прогласим, конечно же, ответ. Это декабрь 1963 года. Важно было указать, конечно, и месяц. И единственный человек, который это сделал, была Екатерина Павлова. Она написала 31 декабря 1963 года. Немножко, чуть-чуть ошиблась в чем? То, что 31 декабря был первый сеанс уже. Но в декабре 1963 непосредственно кинотеатр уже был построен. Но мы вас поздравляем, Екатерина. Обязательно свяжитесь. С вами свяжется группа редакторов и передаст вам пригласительные билеты. Да. Ну, собственно, в эти выходные уже отметим День города Якутска. Мы вас с этим всем обязательно поздравляем. Желаем, конечно, отличного настроения и в эти выходные, и сегодня непосредственно. Поэтому дай вам Бог успеха сегодня и, конечно, хорошего настроения.